Меня зовут Леонид Анциферов. Я артист симфонического хора Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Сегодня я прочитаю вам сказку «Богатырь Сигинян Саар, владеющий верховьями 77 речек, заросших багульником». Итак, мы начинаем. Человек, про которого я хочу вам рассказать, жил в верховьях 77 речек, промышлял куропаток, этим и питался. Ни ростом, ни силой он не мог похвастаться. Если приходилось поймать 7 куропаток, он их едва доносил, а садился за еду, одну куропатку съедал только в 7 приемов. Однако это не мешало ему считать себя сильным и непобедимым. И не пришла ли пора, думал он, отправиться в другие страны и поискать достойных себе соперников. Закинул он за спину лук и пошел на восход солнца. Шел, у подножия большой горы дом увидел. Перед домом на столбе огромный лук висит. Повесил рядом свой лук, и совсем маленьким он ему показался. Выходит, есть богатыри посильнее меня. Вошел в дом, поздоровался. «Здравствуй, хозяин!» Тот даже и не обернулся. Пришлось повторить приветствие. «Здорово, хозяин!» Однорукий, одноногий, кривой на один глаз громадный человек сидел перед очагом и мял звериную шкуру. «Кто так громко кричит, будто взялся оглушить меня?» Только теперь отозвался человек. «Я, богатырь Сигинян Саар, владеющий верховьями 77 речек». «И на чем ты свою богатырскую силу можешь показать?» «Если поднатужусь, могу нести 7 куропаток. Сяду за стол, одну куропатку съедаю в 7 приемов». «Шутки шутишь, приятель», усмехнулся однорукий, одноногий и кривой на один глаз хозяин. «Разве такие богатыри бывают? Вот послушай-ка, что я тебе расскажу». Отложил шкуру в сторону и начал рассказывать. Нас было 9 братьев-богатырей. Я старший. Всю жизнь мы прожили, ничего не страшась, никого не боясь. Про людей и говорить нечего. Любую птицу били на лету, любому зверю могли перерезать горло на бегу. Делали, что хотели, питались тем, что только душа пожелает. И вот однажды, когда мы после удачной охоты ели, пили, вошел в наш дом незнакомый человек и сказал: «Хотите и дальше оставаться сами по себе, или признаете над собой власть белого царя?» «Кто ты такой?» – ответил я, чтобы так с нами разговаривать и каким-то неведомым нам царем пугать. Человек ничего больше не сказал, а взял и вышел из дома. А мы не то чтобы гнаться за ним, даже не посмотрели в его сторону. И только когда немного погодя выглянули в окно, увидели: везет человек на ездовой кобыле непонятное железное бревно не бревно, а что-то на него похожее, с дырой в самой середине. Подвез то бревно и на дом его нацеливает. «Уж это не сам ли Василий Барашков, знаменитый русский воин-богатырь?» Закричали мы в один голос и в страхе кинулись кто куда. Я забрался в подполье, и только залез туда, раздался страшный грохот. Дом наш обрушился. Слышу, кто-то вытаскивает меня из-под обломков. Вытащил, спрашивает: «Ну, теперь-то признаешь над собой власть белого царя? Будешь мне верным товарищем?» Огляделся я. Ни дома, ни братьев. Куда денешься, пришлось согласиться. «Буду тебе верным товарищем», — говорю. Сели мы в сани
и помчались на восход солнца. Приехали в селение, вошли в дом. Там были отец с матерью, да младшая сестра Василия. «Привел я нового друга», — говорит Василий отцу с матерью. «Накормите его с дороги хорошенько». Сам Василий завалился спать. Проспал 3 суток, поднялся и наказал мне: «Ну, парень, я вернусь через 3 суток, приготовь мне 3 ушата воды». Пришел через 3 суток, огнем объятый, и с криком «Спасай!» свалился рядом с ушатами. Я начал поливать из одного, другого ушата, погасил огонь. После этого он проспал 6 суток подряд. Встал, поел и опять наказ мне дает: «Теперь я вернусь через 6 суток, приготовь мне 6 ушатов воды». Пришел Василий через 6 суток, пуще прежнего весь в пламени, опять только успел крикнуть «Спасай!» и свалился около воды. Вылил я на него все 6 ушатов, погасил пламя. «Ну, парень, дважды из большой беды выручил ты меня, спасибо. Теперь я просплю 9 суток». Тут же лег и проспал 9 суток. А когда проснулся, так сказал родителям: «Не будет меня 9 суток, а может и совсем не вернусь. Если не вернусь, отдайте сестру за моего верного друга». А мне наказал приготовить 9 ушатов воды. Через 9 суток Василий едва ноги дотащил, сжигаемый жарким пламенем, и рухнул, как подкошенный. Не хватило сил даже «спасай» сказать мне. Ну, да я и сам уж знал, что делать. Вылил на него все 9 ушатов, потушил огонь. «И от 3-й большой беды ты меня выручил», — говорит. «Вижу, что надежный товарищ. Никуда не отлучайся, пока я буду 12 суток спать. Проснусь, будет разговор». День прошел, 2-й. Не сидится мне на месте. Хочется побывать там, куда Василий ходил. Не вытерпел, побежал. Добежал до Восточного моря, вижу, на берегу лежат 2 мертвых богатыря, а 3-й в предсмертных судорогах корчится. Увидел я на пальце умирающего богатыря кольцо, и захотелось мне снять его, но протянул руку, а богатырь дернулся в последний раз и зажал ее намертво. Бился я, бился, а высвободить руку так и не смог. Наконец пришел Василий. «А ведь я тебе наказывал никуда не отлучаться. Неужто позарился на это добро?» «Да, — говорю, — позарился». Сдернул он кольцо с пальца мертвого богатыря, мне отдал. Надел я на свою руку, великовато. Надел на ногу, вроде подходяще. А когда вернулись домой, пришло известие, что у белого царя скоро день рождения, и приглашает он на него своего верного слугу Василия Барашкова. Василий подумал, да и говорит: «Что-то мне не хочется ехать. Может, ты вместо меня поедешь? Скажешь, что я хвораю. А если еще что спрашивать станут, говори, что ничего не знаешь». Согласился я ехать на царский день рождения. А Василий, провожая меня, еще раз предостерег: «Смотри, не проболтайся». Праздник у белого царя был богатый. Сначала силачи свою силу друг перед другом показывали, потом быстроногие наперегонки бегали, а уж под конец пир горой. И все бы ладно, да подвыпил я и проболтался. Тогда царь дает мне письмо и говорит: «Передай своему товарищу». Вернулся я к Василию, отдал письмо. Не знаю, что там было написано, но как только он прочитал его, схватил меня за плечо и кинул вверх.
должно быть, высоко кинул, потому что, упав на землю, лишился я руки, ноги и глаза. Когда немного выздоровел, построил себе вот этот дом и живу один-одинешенек, промышляя охотой в ближнем лесу. Тут однорукий и одноногий, кривой на один глаз богатырь замолчал, а немного погодя, так закончил свой рассказ. Вот какие богатыри, парень, бывают. Так что лучше тебе вернуться домой и по-прежнему охотиться на куропаток. Сигинян-цар так и сделал. Вернулся в верховье своих 77 речек, заросших багульником, и стал жить да поживать, питаясь куропатками. Живет, говорят, и по сей день. О чем же нам говорит эта сказка? Эта сказка говорит нам о том, что иногда не нужно быть слишком самонадеянными, потому что всегда могут найтись люди и умнее, и сильнее. До свидания, дорогие дети. Всего вам самого-самого хорошего.